Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории. Лицо казанской национальности». Максима Горького в Казань привели татарские корни, а татарин Мустафа Юнусов спас его от верной смерти. Знаменитый пролетарский писатель Максим Горький, Пешков, Горький – это псевдоним, действительно имел татарские корни. В этом легко убедиться, раскрыв книжку профессора Альфреда Халикова «500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения». Читаем. Пешковлар Тирки Мохит белен бәйләнештә торган. Пешковы происходили от Семена Пешек-Сабурова, имевшего в родословии выход в тюркскую среду. Муса Семенов, сын Пешек-Сабурова, на рубеже 15-16 веков еще сохранял свое татарско-мусульманское имя Муса. Но то, что Максима Горького в Казань привели татарские корни, это лишь предположение. На самом деле Алексей Пешков приехал в Казань по приглашению своего приятеля-гимназиста Николая Евреинова, отдыхавшего на каникулах в Нижнем. У 15-летнего паренька была страстная мечта – учиться в Казанском университете. Как он сам вспоминал: «Если б мне предложили, иди учись, но за это по воскресеньям на Николаевской площади мы будем бить тебя палками», я бы, наверное, принял это условие. Но учиться в Казанском университете ему так и не пришлось. Пешков прошел в Казани другие университеты, подвалы, ночлежки, трущобы, тяжелую малооплачиваемую работу. Побывав на самом дне общества, он описал его потом в своих литературных произведениях. «Бывшие люди», «Хозяин», «26,1», «Коновалов». Хотя свободолюбивый студенческий дух Казани коснулся и Алексея. Евреинов ввел его в круг своих знакомых, где было много прогрессивно настроенной молодежи из Казанского отделения Народной воли. Народная воля – это была такая тайная революционная организация. Правда, приезжий малообразованный нижегородец был там незаметен, больше молчал и слушал, забившись в уголок темной конспиративной квартирки, где проводились студенческие сходки. Пламенные речи юных народовольцев легли на благодатную почву. Будущий писатель решил посвятить свою жизнь служению революционной идеи. Но идеи приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Чтобы прокормиться, Пешков брался за любую работу, но нигде долго не задерживался. Пахать приходилось по 16-18 часов в сутки, оплатили гроши. В крендельном заведении Василия Семенова, куда он устроился в ноябре 1885 года, Алексей поднял бунт. Хозяин поступил неординарно. Вместо того, чтобы капнуть на Пешкова в полицию, он, угадав в смелом юноше черты организатора, предложил ему место приказчика в своем хозяйстве. Алексей гордо отказался. Так Россия, возможно, потеряла удачливого коммерсанта Пешкова, зато приобрела знаменитого писателя Горького. Голодный, но не сдавшийся Алексей пришел к своему другу, молодому предпринимателю Андрею Деренкову, сыну известного в Казани купца. Деренков был предан идеям революции, и у него всегда рождались какие-то проекты. На сей раз он решил открыть свою пекарню, чтобы подкармливать студентов, для чего арендовал подвал на улице Ляцкой, 10. Нынче это улица Горького, 10 в Казани. Здесь, воссоздав обстановку в тех лет, в 1940 году открыли музей писателя.
Желающие могут спуститься в подвал, где находилась мини-пекарня. Это сырая узенькая комнатенка с двумя крошечными оконцами, где Пешков вместе с пекарем колдовал над хлебом. Тут же забывался коротким сном. Ночью пекли хлеб, а утром Алексей, наполнив свежими булками огромную корзину, куда вмещалось до 2 пудов, отправлялся их продавать. Алексей был очень сильным человеком. Гирю 2 пуда он по много раз выжимал. Марусовка, Казанские трущобы, университет, духовная академия, психиатрическая клиника – вот адреса постоянных клиентов. Вместе с булками юноша разносил листовки, запрещенную литературу, записки членам революционных кружков. Работа была каторжной, но приносила огромное моральное удовлетворение. Алексей наконец почувствовал, что занят большим и нужным делом. Однако в одночасье все рухнуло. 4 декабря 1987 года в университете очередная студенческая сходка. На этот раз царские власти не стали миндальничать и арестовали зачинщиков, среди которых были и друзья Пешкова Гурий Плетнев и Николай Евреинов. Кстати, за участие в этой сходке в ночь 4 на 5 декабря был арестован еще один студент юридического факультета Казанского университета, будущий вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов-Ленин. «Что вы бунтуете, молодой человек? Ведь перед вами стена!» – недоумевал арестовавший Ульянова пристав. «Стена догнилая, ткни и развалится!» – насмешливо ответил бунтовщик. «Да, развалилась. Но совсем не скоро развалилась Российская империя, а только в 1917 году, спустя 30 лет, а потом образовалась новая империя. Но вернемся к Алексею Пешкову. Его это подломило. Вся их игра в революцию показалась ему детской и бестолковой затеей. Царский дом Романовых стоял веками, и бойкими студенческими прокламациями его было не свалить. Так думал Алексей Пешков. И перебрал в памяти последние 4 года своей жизни, проведенных в Казани. По сути, он был здесь чужаком, так и не сумев завоевать должный авторитет и уважение среди своих умноголовых друзей-студентов. Начитавшись Добролюбова и Чернышевского, они мнили себя идейными вождями, а малообразованного пекаря держали только на побегушках. Но Алексей видел, чувствовал, что за ним тоже есть какая-то сермяжная правда, познанная им на самом дне жизни и недоступна его чистеньким, умненьким и, в общем-то, благополучным приятелям-студентам. И когда он пытался выступить с рефератом на одном из студенческих сборищ, его подняли на смех. Пешков виду не подал, но обида затаилась глубоко в душе. Неудача постигла и на любовном фронте. Мария Деренкова, сестра друга Андрея, при виде которой Алексей едва не падал в обморок от избытка чувств, не хотела его даже замечать. А как загорались ее глаза, когда выступали со своими пылкими революционными речами Евреинов или Плетнев. Тут еще пришла весть о смерти бабушки Акулины Ивановны Кашириной, кстати, тоже тюркская фамилия, единственного родного Алексею человека. Как позже писал Горький, я впервые ощутил усталость души, едкую плесень в сердце, и он решил одним махом покончить со всеми своими внутренними проблемами, купив на Скобяном базаре на последние 3 рубля револьвер, в котором был всего 1 патрон. А осуществить сведение счетов с жизнью он вознамерился, выбрав безлюдное место на берегу Казанки, так называемый Федоровский бугор. Ныне там расположен НКЦ «Казань». Если б не сторож Федоровского монастыря,
татарин Мустафа Юнусов, в России так бы и не появился первый пролетарский писатель. Хотя, наверное, он все равно бы появился. Но это был бы уже не Горький, а кто-то другой. Рука самоубивца дрогнула, и пуля, направленная в сердце, пробила левое легкое. Пешков едва не скончался от потери крови. Сторож Мустафа вовремя отвез его в земскую больницу. Потом здесь, на улице Карла Маркса, 17, находился кардиологический центр, где юношу срочно прооперировали. Вездесущие репортеры обо всем проведали, и наутро в казанских газетах под рубрикой «Покушение на самоубийство» появилось сообщение. 12 декабря в 8 часов вечера в Подлужной у реки Казанки нижегородской цеховой АМП 32 лет выстрелил из револьвера в левый бок с целью лишить себя жизни. Конец цитаты. Алексею Максимовичу Пешкову, АМП, тогда было только 19, а не 32. Репортеры, как это нередко бывает, все напутали. Но не будем судить коллег строго за оплошность. Душевные муки довели юношу до такого состояния, что по выражению лица ему можно было дать и все 40. Самоубийца оставил 3 посмертные записки. Содержание 2 неизвестно, а в 3 автор объяснил причину своего поступка. В своей смерти он обвинил немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Большой оригинал был этот Алексей Пешков. Казанская консистория приговорила предать самоубийцу приватному суду приходского священника с тем, чтобы он объяснил ему назначение земной жизни. Горькому было стыдно за проявленную слабость, но церковного суда над собой он не принял и написал в ответ стихи «По пуле рассуждать о пуле». Стишки эти широко ходили среди казанской молодежи, в них содержатся такие строчки. «Только я было избавился от бед, как от церкви отлучили на 7 лет. Отлучение, положим, не беда, но все-таки обидно, господа. В лоне церкви много всякого зверья. Почему же оказался лишним я?» Хотя рана была серьезной, Горький, как сам потом писал, быстро выздоровел на долгую и упрямую жизнь. На этом казанские университеты будущего писателя закончились. Отдышавшись в селе Красновидово, Алексей Пешков открыл новую страничку своей богатой биографии, отправившись в великое хождение по Руси. Но это уже отдельная тема. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам.